Новый учебный год в школах Коми пройдет в обычном формате, но с соблюдением эпидемиологических норм. Об этом накануне Дня знаний рассказала министр образования Наталья Якимова. Впервые за парты сядут 11 тысяч первоклассников. Каждому вручат специальные дневники. Какие еще новшества в образовательной сфере ожидают учащихся, родителей и педагогов, расскажет Павел Королев. До первого звонка меньше суток. Школы республики готовы распахнуть двери для учеников. В этом году впервые сядут за парты 11 тысяч первоклашек. Это на 500 больше прошлогоднего набора. Первоклашки получают специальные дневники. В этом году главный документ для учащихся посвящен столетию Коми. Яркие экземпляры поступили во все муниципалитеты. Помимо нового уникального журнала, в ряде школ готовят для первоклашек и подарки. Праздники пройдут в каждом классе, в каждой школе. Подарки готовы, очень красивые рюкзаки с символикой столетия Республики Коми. Традиционно дневники и тетрадки с закладками. Ну и, конечно, сладкий подарок, от которого, наверное, деткам будет очень приятно. Работать школы в новом учебном году будут в обычном формате. Дистанционного не будет. Во всех образовательных организациях строгое соблюдение антиковидных санитарных правил. Их отработали успешно еще в прошлом учебном году. Соблюдая жестко все меры, мы не допустим массовых заболеваний и, как следствие, массового ухода на дистанционное обучение. Допуская, что при подъеме заболеваний, как это было и ранее при гриппе и ОРВИ, мы будем ограничивать и закрывать на карантины отдельные классы или группы, когда это произойдет, тогда как конкретная группа детей будет временно учиться дистанционно. А пока нет. Мы оптимистично настроены, мы ждем нового учебного года. К началу нового учебного года готовы не только школы, но и педагоги. Более 70% работников образовательной сферы вакцинированы. Речь об обязательных прививках не идет. В случае возникновения вопросов и разногласий учителям и педагогам советуют обращаться на горячую линию Республиканского министерства образования. Это касается всех сотрудников 753 образовательных учреждений, которые располагаются на нашей территории. Безусловно, горячую линию, телефон мы вывесим на нашем сайте. И, пожалуйста, если остались действительно какие-то вопросы или недопонимания со стороны либо сотрудника, либо руководителя учреждения, мы ответим на все. В этом году на ремонты и создание безопасных условий в школах и детских садах регион направил рекордные 747 миллионов рублей. Из них 580 миллионов рублей были изысканы по личному поручению главы Республики Коми Владимира Уйба. Сейчас школы Коми ждут масштабное обновление в рамках федеральной программы по капитальному ремонту и техническому оснащению. В список требующих апгрейда вошли 106 образовательных учреждений. Начнет работу своя новая федеральная программа, и она будет касаться именно капитального ремонта школ. Приоритет здесь будет отдан школам сельским, но это не значит, что только сельские, именно все школы. И что очень важно, что также запланировано оснастить современным оборудованием и техническим, и технологическим, которые бы обеспечили вот именно этот процесс. Федеральная программа будет работать на протяжении 5 лет. Какие школы обновят первыми в рамках новой реформы, пока не ясно. Сейчас Министерство образования Коми ждет одобренную заявку от Министерства просвещения России. Павел Королев, Наталья Юрина, телеканал Юрган при содействии 5 канала.